плюсы самоизоляции? Я не вижу никаких плюсов. Не вижу. Потому что и коронавирус не виден. Так что все, так сказать, претензии к природе. Не знаю, какие. Никаких. Честно. Я работаю, так что у меня нет никакой самоизоляции. Честно говоря, не особо плюсов много, кроме как побыть с семьей. Ну, по дому больше дел делаем. На огороде, там, на яме. Для того, чтобы мы, пожилые люди, соблюдали режим и не нарушали, чтобы не заражали молодых и детей. Абсолютно никаких. Хочется также в город выйти, в магазин спокойно сходить. Вот я, например, сейчас в поисках работы, без работы, даже не могу выйти по центру занятости, не получается у меня. Ну, для здоровья. Вот бы походить с палками на воздухе побольше, вот это было бы полезней. Ну, все равно, что мамы дома с детьми, а у них же крыша уже едет. Это же все равно, это современный мир, а он какой-то вот в заточении их посадили и сидите как хотите. Я работаю по 40 часов в неделю, а тут я просто отдыхаю, наслаждаюсь. Я не знаю, не работаю, не учусь, мне как бы все равно есть, изоляции нет. Больше времени с детьми проводим. Ну, есть время на учебу. Можно заняться своими делами, кто не было времени до этого. В принципе, я пенсионер, поэтому у меня проблемы начались с финансами. Поэтому, как что, месяц уже отсидели, а пенсии 10 тысяч, так 8, до 10, так какие там. Поэтому никаких плюсов не вижу. Я езжу на работу так же, как и ездил. У меня просто нет как бы возможности сидеть дома. Ну, я и так дома сижу. Но тяжело, конечно, в плане вот домашних заданий. То есть, как бы, маленькая такая, ну, мало времени, то есть я с ребенком, то есть больше старшему ребенку уделяю. Нет, так занималась. Нет, абсолютно никаких вообще. Все. И отвратительное дистанционное образование тоже. То, что не распространяется вирус, так это полезная вещь, мне кажется. Ну, люди стали как бы относиться к своей гигиене как бы более подробно. Плюсы, чтобы меньше люди заражались, передавали инфекции, правильно. Это самый основной плюс.